Добрый день, коллеги. На самом деле хотел выступить еще, когда предлагались повестки дня. С нашей сессии выдвинут должностных лиц, заместителей, председателя комитета, сформировать полностью рабочий орган Государственного совета. Могу сказать, что вообще у нас 3 ветви власти в нашей стране, как и в любой стране демократической: судебная, законодательная, исполнительная. Вот у нас вроде 28 депутатов, все есть кворум, практически рабочий орган. И почему мы на установочной сессии, когда выбираем председателя Государственного совета, почему не выбираем все другие рабочие органы Государственного совета? Мне почему-то непонятно. То есть какие-то консультации, это с кем? Какие-то там рекомендации, это с кем? Если мы отдельный субъект нашего права, мы отделены от исполнительной власти, в том числе и судебной, поэтому непонятно, почему сегодня это не происходит. То есть мы опять уходим туда, где опять мы должны где-то там согласовывать кого-то. Но есть фракционные какие-то мероприятия, в том числе в Единой России есть партийная дисциплина в ЛДПР, даже и у других партий. Почему это сделано сегодня? Мы ждем начальника кого-то, с кем должны согласовать какую-то кандидатуру или кандидата, какие-то руководящие посты в Государственном совете, в законодательном органе. Это первый вопрос. Что касается привязки новых людей к старой команде уже, да? Ну, все, в том числе и Надежда Борисовна, являлась депутатом городского совета Ставка. Никто не против, что члены Единой России будут руководить нашим парламентом, это большинство. Но вот как-то все вот это вот в таком виде преподносится, это не совсем приятно. Это все наблюдать, снова видеть. Так вот, возвращаясь к событиям недавних дней, хотелось бы обратить внимание депутатов, что у нас ведь те предприятия, которые мы предполагали, что они были в государственной собственности, они из той ситуации, которая складывается сейчас, они, так сказать, в частных руках. Поэтому обратить внимание, я думал, что сегодня каким-то постановлением, что обратить внимание на то, чтобы и молокозавод, и хлебокомбинат, и все эти стратегические объекты были в срочном порядке национализированы. И как-то приведены так, что приведены не знаю, политической с правовой точки зрения должны вернуться в государственные предприятия. То есть несколько фестивалей, естественно.